Я продолжаю писать карту дня на 11 августа. Это у нас будет пятница. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки будут у меня в этом видео. Если вашего знака нет, да, среди названных, тогда вам нужна первая часть. Ссылочка на первую часть есть внизу под этим видео в описании. Так, смотрим весы. 11 августа. Слезы, первое событие. Якорь. Якорь показывает остановку, да, то есть когда что-то нас держит. Возможно, вот то, что вас будет держать, вызовет у вас какое-то разочарование. Будильник нельзя. Ссора. Исполнение желания. Цветок. Бокал нельзя. Корону нельзя. Подарок. Получите или подарите подарок. Мешок с деньгами. Так, значит, смотрим. У вас получается в этот день получение подарка, исполнение желания, слезы, остановка надолго. Видите, тут ничего, события никакие не происходят по якорю. То есть что-то вас с утра держит в пятницу. Небольшая ссора и какие-то события, связанные с финансами. То есть поступления, либо траты, расходы, переводы денег. То есть это вот события, связанные с деньгами. Ну, вот такая информация для вас, весы. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы, 11 августа, пятница, события дня. Неприятность показывает, у вас может быть в пятницу. Расческа выпала. Новость какая-то придет, новость, информация. Печаль. Ну, оно и понятно, да, то есть печаль из-за неприятностей, скорее всего. Временная разлука, расставание. И мешок с деньгами. Приглашение.
Так, значит, смотрите, что получается. В этот день неприятность может быть и разочарование, приглашение куда-то, получение информации, временная разлука, расставание и события, связанные с финансами. Мешок с деньгами. Ну, вот такая информация для вас. То есть есть плюсы, но есть и минусы. Предупреждение, да, о том, что вы можете совершить какую-то ошибку, глупость, да, то есть и создать себе на голову неприятности. Вот такое предупреждение. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Одиннадцатое августа, пятница, стрельцы, события дня. Якорь, первое событие. По якорю вас что-то может держать с утра. Слезы нельзя. Ножницы, решится какой-то вопрос. Якорь — это еще можно поставить точку, да, то есть в каком-то вопросе поставить точку. Угу. Тут смотрите, либо болезнь, либо домик. Но я увидела первый череп, поставляю его. Череп показывает болезнь, плохое самочувствие, домик показывает какое-то событие дома. Интимная связь. Кровать. Либо может быть плохое самочувствие, то есть желание вот полежать лишние 5 минут, пораньше лечь спать. Ну, либо здесь какая-то такая болезнь, которая не влияет, да, то есть на ваше желание заниматься, да, вот сексом, может быть так. Скользкое дело, рыба. Бокал, застолье. Гости. Цыпленка нельзя. Значит, смотрите, в этот день может быть какое-то застолье с гостями. Может быть интимная связь. По якорю с утра вас что-то будет держать, и события происходить не будут. Да, то есть вот полдня, видите, ничего не происходит. Также вы можете заниматься здоровьем в этот день. То есть будет или ухудшение самочувствия, или, может быть, вы уже планируете поход там к врачу. Дальше будет решение вопросов также в этот день. И еще может быть по рыбе какая-то хитрость, обман. Да, то есть вас попытаются поймать в своей сети, поэтому будьте осторожны. Еще бывает как вариант рыба, да, если выпадает с бокалом, это просто какая-то очень вкусная рыба будет. Может быть, прям, знаете, событие в лоб проиграется. Может быть, у кого-то так. Благодарю за внимание, стрельцы, и переходим к козерожкам. Козерог, 11 августа. События дня покажите мне. События для козерогов. Ожидание.
Первое событие, корабль. Пустые разговоры. Конверт получения. Общение со змеей. Победу нельзя. Открытие секрета, тайна, да, то есть в разговоре откроется какая-то тайна. Так, ну я не вижу совпадений по периметру. Получается, в этот день у вас будет ожидание кого-то или чего-то. Может быть, ожидание какого-то получения. Получение будет, пустые разговоры, открытие секретов, тайн и общение со змеей. То есть это человек, у которого такой, знаете, острый язык. Все время пытается ужалить, сказать что-то неприятное. Поэтому будьте готовы к такому общению. Может быть, еще как вариант человек по году рождения змея. Да, то есть так тоже иногда бывает. Благодарю за внимание, Козероги. И я перехожу к Водолеям. Одиннадцатое августа. События дня для Водолеев. Покажите мне. Слезы. Сложный выбор. Чемодан. Временная разлука, расставание. Тайна. Открытие тайны. Смотрите, нельзя неприятность и нельзя новость. Верность. Деньги. Рыбу нельзя. Да, еще есть и сундук. То есть сундук показывает прибыль, поступление денег, а мешок показывает обычно расходы. Поэтому у вас будут и доходы, и расходы. Может быть, кому-то повезет и будет два источника дохода, как вариант. Так, хорошо, сейчас я еще посмотрю, что здесь. Череп есть. Болезнь, плохое самочувствие. Лечение в этот день может быть. Хорошие новости. Хорошие новости, связанные со здоровьем. Угу. Значит, смотрите, событий очень много. Первое событие показывает, могут быть слезы, сложный выбор, временная разлука, расставание с кем-то, открытие секретов, тайн,
гармоничные отношения в паре, хорошие новости, финансовые поступления, финансовые расходы и тема здоровья также будет важна в пятницу. Ну, вот такой у вас будет насыщенный событиями день, Водолей. Благодарю за внимание. И перехожу я к рыбкам. Так, рыбки остались. Смотрим. 11 августа. События дня для рыбок. Кровать. Интимная связь. Или если выпадает первым событием, может быть, неохота будет в пятницу с утра вставать рано. Верность, гармоничные отношения, получение, конверт, гости. Кстати, лебедь еще показывает события в паре. Может быть, какое-то событие, да, то есть приходят гости. Надежда. Ну, якорь показывает, что вы с гостями проведете много времени вместе. Заякоритесь надолго. Меч нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, пятница. Да, что у вас будет? Гармоничные отношения в паре. Кровать. Дальше получение. Получение информации, какого-то документа, посылки, может быть. Надежда на что-то или романтическая обстановка. Да, свечи еще романтику могут показывать. Дальше гости и якорь. Да, то есть много проводите время с гостями. Возможно, вот пятница вечер, да, что-то будете отмечать или просто хорошо проводить время. Так что вот такой у вас день, рыбки. Хороший будет в пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.